Попасть на страницы этого издания – большая удача, говорит главный банкир страны Беслан Барателия. А публикация абхазских монет – итог не одного дня работы по продвижению национальной валюты. Это выставки, огромное количество международных выставок, в которых участвовал Банк Абхазии, а также публикации в специализированных изданиях. То есть это не просто акция, которая появилась в результате какого-то одного мероприятия. Каталог, о котором мы говорим, 2019 года, и, соответственно, информация о Банке Абхазии, о монетах Банка Абхазии будет на первых страницах каталога в течение всего 2019 года. Издательство «Краузе» было создано в 1952 году. Тогда его основатель Честер Краузе выпустил первое издание нумизматических новостей, которые и сегодня имеют сильное влияние на нумизматов. То, что информация об абхазских монетах расположилась на первых страницах каталога, стало приятным сюрпризом. Сам факт появления в каталоге это уже для нас большое достижение. Но то, что мы оказались на первой странице, мы узнали только тогда, когда нам прислали экземпляр, и мы его открыли и увидели первые 8 страниц. Но мы представили материал интересно, мы не просто о монете рассказали, мы через монеты хотели донести и историю Абхазии. Там на первой же странице представлена карта Абхазии, где она находится, описание, историческая часть. Потом сказано о войне, которая была у нас с Грузией, что в честь победы мы выпустили не просто монеты, они связаны с теми-то событиями. Храмы представлены наши, поскольку христианская сторона, деятели культуры, Фазиль Искандер, Александр Чачба. То есть постарались через монеты чуть-чуть рассказать читателям, нумизматам о том, что из себя представляет Абхазия. А поскольку этот каталог продается во всех странах мира, он же выходит раз в год и распространяется во все 200 стран. И нумизматы серьезные все приобретают этот каталог. И открывая первую страницу, хочешь ты не хочешь, все равно это цветная страница, красивая, красочно оформленная информация об Абхазии. Я думаю, через это мы смогли все-таки сделать немножко больше, чем для Банка Абхазии, а для страны тоже, распространить информацию о нас за пределами. Абхазский банк выпустил всего около 64 монет, в числе самых дорогих золотой абсар Владислав Арзенба. С 1 ноября этого года цена на нее увеличилась с 50 до 70 тысяч рублей. Приобрести ее в банке практически нереально. Желающих продать ее банку тоже нет, так как нумизматы прогнозируют дальнейший рост цен на монету. Сильно подорожали в цене монеты с изображением храмов Абхазии. Рост спроса на абхазские абсары и их популярность не случайен, говорит Барателия. Все зависит от того, что изображено на монетах, какой тираж и как идет реклама. При этом механизм реализации абхазских монет пока не сформирован. Буквально, за месяц реализовалось монет, наверное, столько, сколько за весь год этот, то есть за 8 месяцев. И мы ожидаем, что спрос на монеты абхазские будет только увеличиваться. И на фоне растущего спроса, сберегательный банк, в частности, увеличил стоимость монет почти в 1,5-2 раза. И тем не менее покупают по повышенным ценам. Но выхода на международный уровень, этой традиции, этой культуры пока еще нет. Но я думаю, что растущий спрос приведет к тому, что эта инфраструктура будет зарождаться. Что касается первой абхазской банкноты Владислав Арзенба, которая была выпущена к юбилею Победы, то интерес к ней со стороны нумизматов стабильно высокий. Буквально за 1,5 месяца уже продано около 20 тысяч банкнот по цене 5 тысяч рублей. Абхазские банкноты реализованы в США, в Канаде, Мексике, в европейских странах, в странах Юго-Восточной Азии. Много банкнот продано в России. Со временем, убежден Беслан Барателия, спрос на них будет только увеличиваться. Учитывая, что тираж ограничен, он допечатываться больше не будет. Самое главное это в этом история, что это 10 тысяч и точка. Поэтому эта бумага все-таки, которая в отличие от золотой монеты, она все-таки может потеряться, порваться и так далее. С каждым годом ее будет становиться все меньше и меньше, и она будет очень быстро дорожать. Мы приняли решение, например, сберегательный банк будет реализовывать эти банкноты с 1 января уже по 6 тысяч рублей. В августе цена будет повышена минимум до 7, а может и больше, в зависимости от того, как пойдут продажи. И это однозначно, что она будет стоить и 10, и 15 тысяч рублей, это вопрос времени.
Нацбанк Абхазии ведет несколько новых проектов. В следующем году выйдет около 20 новых монет. Среди них «Абхазская сотня», Нестор Лакоба, Ефрем Эшба, Александр Чачба. Близится к завершению работа над монетами из серии «Фазиль Искандер и его герои». Искандер будет в большой 5-унцевой монете, а его герои – Сандро, Чик, Широколобый, персонажи других произведений автора, в меньшем размере и цветные. Автор эскизов этой серии Адгур Дзария. Также в следующем году Нацбанк планирует выпустить золотую монету Абсхалион. Белла Кварчия, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.